По требованию прокуратуры Козловского района произведен ремонт козырька подъезда многоквартирного дома, ранее обрушившегося от скопления снега. Прокуратурой Козловского района проведена проверка исполнения законодательства при содержании общедомового имущества многоквартирных домов. Установлено, что в декабре 2022 года у первого подъезда многоквартирного дома по улице Лесная станции Тюрлема при скоплении наледи и снежного покрова обрушилась конструкция козырька. Управляющей компанией работы по его ремонту и восстановлению не проведены. По данному факту прокуратурой района генеральному директору управляющей компании внесено представление. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, ремонт козырька выполнен. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, ремонт козырька выполнен. В Чувашии осуждены лица, совершившие в 2010 году разбойное нападение и похитившие более 3,2 миллионов рублей. Приговором Чебоксарского районного суда 2 местных жителя признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами А, Б части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой в особо крупном размере, совершенный организованной группой». Судом установлено, что 4 мая 2010 года подсудимые совместно с другими членами организованной группы, находясь в селе Ишлей Чебоксарского района с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, открыто похитили сумку с денежными средствами у работников Ишлейского районного потребительского общества, переносивших их в банк. Общая сумма ущерба превысила 3,2 миллионов рублей. После совершенного преступления злоумышленники длительное время находились в розыске и были задержаны сотрудниками полиции лишь в 2022 году в городе Москва. При этом до задержания в 2015 году преступники через иных лиц возвратили порядка половины похищенных денежных средств. Приговором суда с учетом позиции государственного обвинения виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроками 6 лет и 5 лет 9 месяцев соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Другие члены организованной группы ранее также были осуждены за совершение указанного преступления. Верховный суд Чувашии оставил без изменения решение, вынесенное по иску прокуратуры республики о взыскании более 50,5 миллионов рублей, полученных преступным путем. Решением Ленинского районного суда города Чебоксары от 15 ноября 2022 года удовлетворены исковые требования прокуратуры Чувашии о взыскании с лиц, осужденных за совершение преступлений в доход федерального бюджета более 50,5 миллионов рублей. Требования прокуратуры были мотивированы тем, что ранее приговором Ленинского районного суда города Чебоксары 11 лиц признаны виновными в совершении различных преступлений в сфере экономики, в том числе предусмотренными пунктами А, Б части 4 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере». Судом установлено, что злоумышленники в период с ноября 2011 года по апрель 2017 года проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Всего ими незаконно был получен доход в размере 50 миллионов 576 тысяч 543 рублей, который прокуратура и потребовала возвратить в бюджет государства. Ответчики, не согласившись с данным решением суда, обжаловали его в апелляционном порядке, указывая на чрезмерно крупную сумму взысканных с них денежных средств. Рассматривая указанное дело в апелляционном порядке, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики также согласилась с позицией прокуратуры, оставив решение суда первой инстанции без изменения. Отмечаем, что по требованию прокуратуры в ходе судебного процесса был наложен арест на имущество ответчиков, в том числе на квартиру, земельный участок и 8 банковских счетов.